Александр, во сколько вы планируете прибыть на место? Мы планируем приехать к 7 часам, успеть. Всем 19:00. Очень торопимся. Но, к сожалению, всегда приходится штаб очень непросто собирать его. Надо продумывать. Вы знаете, это сравнимо как перед каждой операцией, как хирург делает какую-то операцию, так же и у нас. Мы к каждой операции готовимся, пытаемся понять, с чем мы будем работать. То есть это если ищем, как в этой случае ребенка, у нас очень много неизвестного. То есть мы будем искать на воде, мы будем искать в лесу, мы будем искать, будет хорошая неветреная погода, будет возможность, будем искать с неба, сверху запустим параплан. То есть будем стараться всеми силами приложить все усилия, чтобы найти ребенка. Есть какие-то зацепки, предположения, где этот ребенок может скрываться? Вы знаете, очень все отрывочные какие-то события, у нас нету никаких точных, четких координат. Я думаю, что мы сейчас приедем и все на месте поговорим с ребятами и поймем. И с полицией поговорим, и с добровольцами, и какая-то у нас картина будет четкая и понятная. А есть ли какая-то связь с родителями пропавшего мальчика? У нас нету, мы же добровольцы, а вот у вас полиции, конечно, есть. Они очень, как я понимаю, плотно общаются с ним. Только быстренько, очень быстренько, потому что мне через 4 минуты надо уже там быть. И потом я опять свободен. Скажите, а что Я просто спрашиваю, когда последний раз виделся. 4 дня. Да. Все, хорошо. Ждем вас. Спасибо. Ты вчера искали как Вчера, ребенка? да, с 5 вечера. Да, с 5 вечера, я сейчас ночью была, с 6 утра и сегодня утром. На Черной речке, вот стоят уже по болоту, поэтому проходили. Вообще ничего. И бункеры ходили, ну... А где ребенок может спрятаться? Вообще ребенок, как бы по идее, да, маленький ребенок, он все равно он захочет кушать, он не будет стесняться, он не будет бояться, он подойдет к людям, к любому человеку и попросит еды. Вы представьте, 3 суток без еды, ну вот так вот, да, то есть как бы, не знаю, сложно все это. Хочется думать о хорошем, чтобы малыш был здоров, чтобы мы его нашли, чем быстрее, тем лучше. Страшно, конечно, все это. Как вас зовут? Мария. А у вас самой тоже да, есть, двое да? деток. У меня мальчик 15 лет и девочка 12. Много сообщений было о том, что видели мальчика и там, и на спортплощадке. Мы не видели реально. Нашли вот куртку, ходили, когда сейчас Тосмари. Ну, Тосмари в этот, Черная речка, но не его, потому что большая очень. Ну да, с вчерашнего вечера вот, с ним начали. Вот. До сих пор. Ну да. А вы откуда? И из ночью Лепы? в Озеркрасе были. Да, здесь тоже. Ночью в Озеркрасе были также. Пятиэтажки тоже смотрели, 9-этажки лазили, искали. Пока ничего. Получим инструкцию, дальше пойдем. А вы тоже местный житель, да? Ну да. Тоже участвовали, ночью искали, да? Сегодня нет. Сейчас только подключился. Ну а как вы думаете, где может ребенок и мальчишка прятаться? Есть Кто-то какие-то мысли? Кто-то должен знать, где. Уже 5 лет мальчик где-то гулять один, что-то есть, что-то пить, где-то спать. Ну а где мальчишки вот делают какие-то штабы или что-то То-то такое? и оно. Вы не знаете? Ну вот здесь вот за вот этой вот территорией начинается лес. Там можно все что угодно сделать. Это должны знать дворовые, с кем он общался. А где они? Я, допустим, вот не слышал, чтобы где-то кто-то с ними разговаривал, кто-то нашел.
Поэтому и не хватает информации. Не, была такая информация, что у мальчика нету друзей. Ну, тоже как-то немножко странно, но... Ну, может быть, может быть. Почему нет? Все зависит же от семьи, по большому счету, во дворе. Сюда надо, один человек. Знаешь? Ну, А вы всей семьей решили искать, да? Наша семья, я отдельно. Это мальчик ваш знакомый, да? Нет, или... Не знаю. абсолютно не знакомый, совсем не знаем. Просто откликнулись на такую Не общую. можем остаться в стороне. А собака у вас обученная? Собака ищет только своих в семье. Ну, так, Мало ли вдруг. Не помешает. друг очень любит мальчиков, любит с ними везде быть. A jūs gadījumā nezināt, kur varētu slēpties puisis? Ja te ir rakstīts, ka viņš ir bijis 2. jūlijā topā, Tosmars, viņš varētu būt jebkur. It kā viņš šodien ir redzēts pie dzintara. Jā, kaut kur teica par to ķiprāci. Tas saka, Bet jūs pazīstat viņu, ne? nē. Ja viss to viss? Nē, bet kā to? Viens par visiem, Pieskatīgs bērns. Jā. Bet kā jūs vecāki palaidiet vienu? Es esmu vecāks, re, kurš šim bērnam un visu šo kompāniju pazīst. Ejam uz turieni. Zvanīju un teicu, lai padot Madaram tev. Ī man. Liks iekšā, ja? Tad ir robežsargiem un ugunsdzēsējiem. Es domāju, vajadzēs vairāk. Приезжают. Какой ладно. Они просто стоят ради понта. Ну вы думали, там ничего нет. А есть какие-то такие места, куда вот можно залезть и спрятаться так, что вообще не найдешь? Нет. Здесь очень. Если есть, то он туда не залезет. Слишком маленькие или? Да. Почему? Да ладно. Savas uzraudzības, ja? Tātad, lūdzu sadalieties šetik. Uz to pusi būs Art i Vitim. А те būs mūsu ar Valdu. Еще там послушаем, что... Es domāju, mēs noklausīsim visu kopā. Principā, galvenais notiek, jo vairāk mums ir 4 cilvēki. 4. Labi, хорошо, все нормально, visi kārtībā, bet mums būs jāpaskaitās. Ap mani sapulcējušies mana grupa. Lūdzu, uz to pusi nostājieties ierindā pa 3 cilvēki. Mums jāpaskaitās. Po 3 studenti. Jo reāli mums būs tā, ka mēs iesim mežā, mēs tur stundu pavadīsim noteikti. Kādam varbūt sagribēsies padzert, kaut ko uzkost labāk, ja ir, paņemiet līdzi. Ja kādam baigi kaut ko sagribēsies, man ir arī varēšu padīt. Līdās tad sagaidiet.
Давай. Вот здесь. Да что вы делаете? Посмотрите, раз, два, три, что вы делаете? Раз, два, три, все. 3 человека. Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Šeit ir. Tur pa daudz. Meklē šeit, tajā pusē skrienam. Tajā pusē. 3. Šeit vienu varat nostāvēt, šeit viens. Šeit vienu cilvēku. Šeit nav 2 cilvēki, jo jūs ar goru, jūs ar šeit 2. Tā. 4. Pa daudz? Šeit nav. Mēs tikai skaitam ieru. Laiks sasauc, lai tiešām nenotiek. Pēc tam mēs izgājām visu mežu cauri. No rīta, visu rītu mežu. Visu rītu. Jā. Mēs visu dārziņus izmeklējām un pēc tam gājām pa mežu kolonām. Visu gājām līdz pat Beberliņiem. Kādas domas jums ir, kur viņš varētu paslēpties? Jūs taču esat vietējais iestādes. Ja es domātu, kā viņš domā, tad es vairāk teiktu, ka viņš nevis ir mežā, jo mēs nemeklējam tā kā 70-gadīgu omu, kas aizgāja sēņot. Jo 5-gadīgam bērnam noiet 3 kilometrus manā skatījumā jau ir problēma. Viņš ir ap savu māju, savā apkārtnē, un tas ir viens no tuvākajiem veidiem, kur viņš varētu būt. Tas ir dārziņi, kur ir neapdzīvot, kur ir siltumnīca, kur ir silts, kur viņš var paslēpties, un kur ir kāda zemene, ogas, kaut kas tam līdzīgs. Nu, tās ir manas domas. Tāpēc jūs gājat tur un tāpēc arī mēs visu izmeklējām, jā, bet tas būtu jādara ik pēc 2-3 stundām. Viņš var iziet, viņš var atgriezties. Meklēt varbūt labāku vietu, bet atgriezties tur, kur viņam varbūt bija labi. Jo viņš nav, cik ir pareiza informācija vai nepareiza, viņš nav pazudis tikai 2,5 dienas. Viņš ir pazudis jau daudz ilgāk, vienkārši par viņu klusēju un neziņoju. Tā to runā. Kā ir patiesībā, vai neesmu ne tuvinieks, nekā grūti pateikt. Jā. Šeit vajadzētu arī būt arī, es domāju, vecākiem, lai līdzētu kaut ko šķetināt un kaut ko risināt tādā veidā. Policija no rīta, vismaz, kad mēs šeit bijām, tad policija šeit bija. Viņi nestāvēja uz vietas, bet viņi braukāja. Un es arī piekrītu tam, ka pilnīgi visas ekipāžas nevar tagad pieslēgties tikai vienu puikas meklēšanai, jā, atstājot visu pilsētu novārtā. Jā, tas arī ir jāsaprot, jā, bet tas, ka visa pilsēta ir rosībā un visi cilvēki lielākoties staigā ar telefoniem rokās un informēti ir, tas noteikti ir, jo arī dārziņos, kad mēs gājām no rīta, tad lielākā daļa visi, arī pensionāri, kuriem nav sociālie tīkli, bija lietas kursā, kad ir tāds bērns pazudis. Tā kā tas jau ir pozitīvi. Jā. Mēs mūsu ierinda vēl papildinātos ar vēl pazudušiem cilvēkiem. Līdz ar ko es lūgtu vecākus vai uzņemties atbildību par to, ka viņi ies un nepazudīs, bet tas nav vēlams. Vai atstāt bērnus un varbūt palikt ar viņiem kopā, ja nevar pieskatīt viņus. Jo nevar, arī bērni bišķiņ traucēs meklēšanas laikā. Ja? Tā, tagad. Es nezinu, kas mums būs ar ceļiem, kas mums būs ar mežiem, bet cik es redzu, mums ir brīnišķīgi apavi daudziem. Vai mēs tagad varam pa 5 minūtēm aiziet apmainīt apavus pret kaut kādām citām apaviem? Что там? Не слышишь? Lūdzu, pienāciet tuvāk, mēs esam paskaitījušies. Es domāju, ka pirmo posmu mēs pabeigsim kādās 3 stundās. Bet tas ir plāns, kas var nepiepildīties. Mūsu grupas uzdevums ir sekot pa Viestura prospektu uz augšu līdz upei un tad izrietoties līdz jūrai, cik es saprotu. Un tad to stremelīti ķemēt no Viestura prospekta līdz jūrai uz leju. Tā karti. Jums ir kārte? Kur atzīmēt? Tātad, kas ar bērniem mums būs? Vecāki? Bērniem mājās jāiet. Бērniem ir jāiet mājās, tas noteikti. Детям надо идти домой. Все. Детеныши, не обижайтесь, пожалуйста. Вы в следующий раз, когда будете искать. Будете искать. Я. И cevišķi kā tā.
Vēl viens moments - ērces, čūskas. Gatavi esam. Nebūs mums problēma tāda, ka mēs iesim meklēt un paši dabūsim problēmu, kuru mums nemaz nav vajadzīga. Ne? Iesim kopā, bet tie, kas gribēs pamainīt apavus, tie varēs panākt. Tā varam sarunāt? Tur tik tālu iet. Фонарь у меня есть 2 взяла, если надо, потому что у нас группа большая. Да, там 2 человека на группу, да, получается? Ну вот у Гора есть рация. А если мы не хотим весить на машине? Вам нужна щепка? Экипировка хорошая, все в порядке? Все в порядке. Фонарики на месте? Фонари 2. Моя обувь хорошая, а у группы обувь разная. Могу дать отправили домой переобуваться. Могу дать на щепку. Ладно, там найдем. Да. Найдем? Сейчас нам дадут эту рации. Вам дадут. Да. Есть Вестура, вы там говорили. Ну вот да? есть Вестура и вряд ли. Нет, 14 ноября проезжаете. Да, вот она. Конкретно видеть, про что это. Вы нам дадите что-нибудь? Дадим. Юля. Как вы пойдете? Это будет город или лес? Это будет от форта. Я там ни разу не был. На месте будем разбираться, как мы пойдем. Пойдем на юг. Ее фамилия? Кирюхина Мария. Телефон. Ага. Да, все, мы нам дали. Мы уже 12 часов. Ну, я не знаю, нас вот 20-25 человек. Мы только что пришли, не знаю, там район прочесывали. Нас организовать надо. Какой, может быть, есть способ вот найти мальчика, который спрятался где-то? Есть специальная разработанная тактика техники поведения собак в данном случае. Это действие, главное действие здесь делает кинолог, специалист, который выискивает место для применения собаки и старается ее там применить. Если собака возьмет след, то можно будет в том месте сактивизировать активный поиск. Кто из собак участвует? Конечно. Как пробовать применять лапсы, да? Мне бы сейчас вот придумать, как бы нам вместе работать. Это самое главное. Очень просто. Они главную станцию. Да, вам говорят. Все, какой час? Ну, господи, понятно. Ира, 50 канал. Санация? Kaut ko gribat piedāvāt, jā? Где вы знаете, где непроходимые дороги, где надо ходить? Или вы можете эти маленькие дорожки взять? Все маленькие. Можете маленькие дорожки? Маленькие, где не могут пройти такие мотоциклы. Да. А вот можете вот такие вот взять, вот эти вот? Вот доехать до вот этой улицы, до Капсадос, Галаксис Сиера. Вот до сюда доехать. Да, да. И вот эти взять. Вот мне вот вообще вот я понял. Вот мне бы в идеале, чтобы вы взяли вот этот центральный, он ездит по большим дорогам, а вы бы мне взяли вот эти маленькие дорожки, где он не сможет проехать. Мы там всегда ездим, и это место очень хорошо на Капсуле. Вот это знаете, да? Да, вот да, можете, да. Особенно вот к водоему подъедете, и если вдруг около водоема вам покажется место странное, у нас есть лодки, и маленькая, и большая. Да, вы мне сейчас запишите мой телефон, давайте. И вы мне сообщите. Вот это 14 ноября, попробуйте здесь внимательно. Мы что, мы начинаем отсюда? Около Черной речки мы там уже проходили до фортов. Еще раз идти, там, если вы направляете?
Пока я здесь, я договорю, что земсер даст вам. Да. Привезет или что. Так, дайте нам нас интересует, как бы, вот смотрите, наши сейчас пошли, вот этот вот сейчас. Я понял, вот да. Это, вот это, РНЦ здесь, но здесь у нас ездит этот квадрокоптер, этот дрон. Не дрон, этот квадроцикл, да. Здесь ездит мотоциклист вокруг. Да, он ездит для того, чтобы, если увидит, ребенок выйдет на дорогу, он ездит, чтобы вышел. Сейчас на кроссовом, на таком проходимом, он будет ездить по внутренней. То есть мы сейчас работаем по этому вот всему квадрату, да? Ну, не квадрату, а вот этому участку. Вот, давайте. 14 ноября, да, да, вот это вот все, вот это наш сектор, который вот мы его смотрим, да. Его я здесь подальше отправил, чтобы, может быть, где-то бывает, ну, здесь уже далеко, да. Через полигон, да. Вы будете вести группу, да? Да, я вам объясню главные ошибки, которые часто делают, да? Когда люди идут в цепи, да, ставьте первого на один край своего. Да, на крайне, чтобы она не разошлась. Да, это... И по центру держите. Найдете какие-то водоемы, которые вам покажутся странными. Здесь у нас учения когда были, здесь тяжелые. Если найдете водоемы, вы нам отмечайте, говорите, у нас есть лодка большая, лодка маленькая, опустим это. Есть мощные фонари, есть генераторы, в общем, все есть. Понятно, да. Все, что вы отмечаете, видите, сообщайте нам. У вас рация есть? Нет. Ну, она на связи вообще. Я вам дам свою радиостанцию. Ātrāk. Pēdējā reize informācija tika tik vešas. Jā, Вы там должны нам вода будете проверить. Со стороны воды там какие-то заброшенные гаражи есть. С левой стороны у нас вода? Да, вот эти гаражи надо проверить. Ну там гаражи какие-то вот эти участки. Вы только когда дойдете до места, людей просто постойте и скажите, безопасность. Ноги не ломаем, туда не лазим. Да? И посчитайте обязательно. Да. Поставьте своих по краям. Никуда не бежим, ни откуда никого не догоняем, ничего такого. Если мы что-то не бежим, говорим соседу, чтобы он знал, что к чему. Если кто-то хочет куда-то отойти, нет проблем, предупредите соседа, предупредите меня. Скажите, я отхожу, ухожу, я что-то увидел там, я там не могу и так далее, так далее. Просто предупредите. Дальше мы все решим. Хорошо. Каждый день там встаем на районе, стали красиво так же, что можно было посчитать ровно, да? Заяц, смотри. Первый лук, стол, встречу, первый костер. Только первый шаг вперед, пожалуйста. Tikai pirmie, jā? Tikai pirmie, lai mēs varam izskaitīt, cik jūs esat. Человек на другой фланг. Хорошо. Есть рация у вас? Посередине рация поставьте. есть? Нету. Сейчас я вам дам. Да, хорошо, ладно. Я могу говорить, что Дайрис просто. Окей. Чтобы было легко просто. Хорошо, тогда будем подарить. Окей. Сейчас темно будет уже, не надо. Un tad tādā pirms malās upīs mēs nogriežamies. Куда они пойдут сейчас? Они идут на маршрут сейчас, подожди. Детей не надо, да.
Юль, не надо детей нам. Bērni līdz 16 gadiem, jaunieši līdz 16 gadiem varbūt nebūtu vēlams tagad nākt uz nakti līdzāk. Savādāk meklēsim vēl. Savādāk sanāks vēl beigās meklēt viņu, tāpēc tev ir vecāks līdzā. Pie tirgus kanāla iesiet, jā? Kas tad? Pie tirgus kanāla? Pie tirgus, nē, pie Melnupītes. Pie Melnupītes. Tā, mēs tagad būtībā braucam. Laikam ar Bebermaņiem sanāk. Jā. Braucam. Ja ir jautājums reiz prasā. Да, Ирис. Мы всю ночь не спали. Вместе. Ну ладно, aizsūdīs. Скажи четкое место, где встречаем. Да. Kam ir GPS, kurš var iemest koordinātes? Pa ko ir GPS, который может забить коордināты? Kur mums vajadzēs braukt? Braukšanas koordinātes. Tā, lai uzreiz vieglāk. Pirmā daļa, kad var. Так. Готовы? Заводим все вместе сразу координаты. Камеры. Готовы? Я? 5, 6, 56, комат, запятая. 59, 59, 1, 9, 1, 9. Atstarpe, пробел. 21, 21, комат, запятая. 0, 1, 0, 1, 6, 0, 6, 0. Jautājumi, вопросы? Vēlreiz varam. Sākumā latviski, ja? Что это рядом? Ūdens attīrīšanas iekārta. Все понятно, окей. Labi, pirms ūdens attīrīšanas iekārtām. И смотрите, пошляется цель. Jā, līdz eptonetu zīmē. Kur tu esi? Kur tu esi? Смотрите еще. Темнеет. Man vajag atslēgas. Да, понятно. Приехали, вроде бы с ними тусовка, и отбой тогда, и убираем людей, которые фонарик. Понятно. Tātad, davai, может, tu brauc kopā ar mani, mēs visu pār vedam uz vienu vietu. Ok, varam tā darīt, bet man mašīna ir šeit tā, mēs varam kopā braukt. Jā. Kas zina, kur ir Neptūna zīme pie ūdens attīrīšanas iekārtām? Кто знает Нептун знак? Tiekamies pie Neptūna zīmes, встречаемся около Нептуна знака. Да? Те, kas nezina, tie pienāk mums klāt, те, кто не знают, подходят к нам, un jūs varat braukt pēc mums, вы можете ехать за нами. Jā. Zelā kanāls ir bezvēsts.lv. Rotas vadītājs arī nezinu, kāpēc citas sauc. Информация Да. Вот Нептун туда будет. А откуда? Где начинается? Отсюда и будет, с Нептуна начало. А, там начинается? Наверх. Сейчас тебе, подожди, перезвоню. Nu ничего, jo šitien te visi ir poligoni, mācību poligoni. Šitien te visi mācību poligoni. Nu, es nezinu, šeit arī mums tas var vadītājs ir pats militāris. Jā, no šitās vietas uz augšu militārais poligons. Можете вот своего этого трека? Viņš ir visu gar momentu, te vienkārši te ir ceļš vienkārši. No šitās vietas uz augšu visi aiziet jau poligoni. АЛЕХ. Собака без выстрела. Позывной и Дарис. Дарис. Они, не знаю, 5-10 минут. Они сейчас все на машинах, они здесь, я так понимаю, куда ехать надо. К знаку Нептуна они едут. Там знак Нептун, да, так понимаю? Да, и они там встречаются. Они отъезжают уже, часть уехали.
везде, где мы только не были, много где были. А где посмотрели вот сейчас? Сейчас возле болот были здесь на панельках, за кладбищем. Потом в городке все, в центре были, возле моря были. Ну вы самостоятельно ездили? Нет, то есть, у нас группа есть, да. А группа как? Кто руководитель у вас был? Есть, Тим. Лесники мы, лесники. Ну вы из тех, кто по лесам ходили ночью, да, сегодня? Нет, сегодня днем начали. И ничего подозрительного такого не видели, да? Тут надо копать, мне кажется. То есть все такие страшные места, где можно спрятаться, все уже проверили и нигде не нашли, да, ребенка? Да. До 5 лет мальчик. Тут надо с родителями разговаривать. Turismes. Ūdens. Dırın. Левый стол. Кто там замыкает левый? Новенький? Встаньте слева кто-нибудь нормально. Это Ёж. Предлагаю поставить меня на левом фланге, крайнем. Сегодня у нас в группе было 92 человека. Прошли мы порядка... около 6 часов ходили. Прибыли, выдвинулись где-то в точку около 9. И вот 3 вернулись обратно. С пару минут. А что за это время удалось проверить? Вдоль берега лесной массив. Прошли там, прочесали вдоль нескольких улиц, после чего стало темнеть, как бы те, кто были без фонарей, мы их отправили на базу обратно. После чего уже меньше составом с людьми, кто были с фонарями, выдвинулись уже на дюны конкретно. И вдоль дюн мы прочесали эту территорию, заходили, там какие-то старые фортификационные сооружения были, там, возможно, батарея была раньше старая. Вот. Зашли, проверили эти бункеры. Несколько штук, там башни какие-то были. Ну, в общем, да, постарались проверить по максимуму. Ну, колодцев у нас конкретно не встречалось, но периодически встречались окопы, траншеи, какие-то разбитые бункеры, еще что-нибудь в этом роде. Были какие-то сложности с работой с такой огромной группой? Это же такое небывалое количество. Ну, первое время, да. Первое время сначала построить, всех объяснить, тем более пока мы сначала были вдвоем с Артом. 92 человека вести было весьма проблематично, после чего к нам присоединился Торнис Рома. И втроем стало уже немножко легче, когда мы уже можем контролировать не только края фланга группы, а когда уже и центр тоже. Ну, а люди слушались, выполняли команды? Да, люди, в принципе, слушались довольно неплохо, вели себя как довольно хорошо. Были разные моменты, типа там группа разваливается, но в самом начале потом вроде людям объяснили, уже это пошло легче. Ну, это стандартная картина. Первые полкилометра, километр. Эта вот группа начинает сначала говорить непонятно что, после километра не понимают, как надо себя вести. Двадцать 29-го они его видели на игровой площадке один день,
И второй день подряд. Он подходил и просил поиграть в мотоцикл. Да, и он знакомился с маленьким мальчиком, это сын подруги. Ребенок 5 лет, ну такой. Это есть. А напомню, что он в синей кофточке был, да? Все трезвые, все, это все адекватные. Не, просто сначала мама говорила, что в красной кофточке, потом... Ну да, мы уже сказали, но это было 30-го. В пятницу, последний день, это в оранжевой кофте. Это вот, как мне передавали. На него залезли там. Jūs vismaz pasūdzēties mašīnā, pasūdzēties. Слушай, ну как ты... Tagad skrien pakaļ, sunim tev nav augsts. Augsts ir pēc tam. Slapja mugurē arī? Нет, это самое, мне собралось в конце человек 60. Серьезно? Ну и никто, я уже говорю, все, пошли. Дошли до конца и уже такой. А, у тебя дети? Есть у меня. Ладно, все, чао. Спасибо большое. Tā, labi. Apmēram uz kartes parādot, kur tu viņš šeit. Te ir tā zaļā bieži Kulauma. Krāpju, te tā pasmēr. Te bija pasmēr. Nākamajā gadījumā autobusā iekāp. Tad pieaugušie nebiega ofis. Tikai divatā viņi tur soļāja par to bieži. Tikai divatā. Tas bija iela, tas bija kaut kāds, nezinu... Grāns ceļš. Tas bija tā kā brāc no tās pagrieztas slimnīcas, tur, kad ir tā slimnīca, viņi kaut kur tur uz priekšu gāja kaut kur. Viņš ir prekur. Reku tā zaļā bieži, tur ir tā slimnīca, tur kaut kur tā slimnīca ir. Nu, pa viņu pa galveno ielu? Jā, pa kaut kāds pa to galveno ielu gāja kaut kur tur. Kurš un tās sadaskoļi, tur prācīgi pēc arī bija. Mēs tikko iztaigājām visu to malu, tur visām garāžām cauri, pilnīgi nekā nebija. Pamodinājām vienu mazu bombzītu. Mēs to paši sabijās no viņa, bet tur it kā nekā nebija. Es nezinu, kā šitām ēkām ir signalizācija vai nav. Jo citi saka, esot signalizācija šitām pamestajām ēkām. Jā. Tai sarkanai arī? Ну, что там было? Видно что-то? Там берег реки, ну и вдоль него. Черная речка. Да. Это называется Черная речка место, да? Да, Черная речка. Она такая есть черная. Но она не глубокая, она по колено где-то. Она не глубокая, по крайней мере, около берега, и не широкая. И вот она вся в ряске, а есть места, которые вот где ряска как бы разошлась, такие как проплешины. Вот мы их просвечивали, и вот такое ощущение, что сейчас увидишь там или ножку, или вот эти волоски светлые. Ну, там болота такого не было какое-то. Там, где мы шли, там не было болота. Было два моста куда-то вот туда вот дальше уходили. В одном мы проехали, там были доты, тепления. Много прошли? Ну, порядком, да. Два раза как бы Артем на машине догонял. Сколько у вас было? Гита, ты, Артем и все, втроем вы были? Да, втроем. Mēs nogājām noteikti kaut kādus vairākus kilometrus gar ceļa malu. Un 50 metri noteikti no ceļa bija vērsti uz mežu un uz ūdens tilpni. Ūdens tilpne ļoti aizdomīga. Visas iespējamās piekļuves pie ūdens tilpnes pārbaudījām. Bija tilti, kur tiltu apakšas tika izmeklētas un pārbaudīts ar spuldzēm. Viss kluss, neviena cilvēka. Visa pilsētā šobrīd izskatās, ka guļ vai arī atpūšās pēc lielajiem darbiem. Puika tika izmisīgi saukts vairāk kā 2 stundas.
neviens neatsaucās. Bet mēs noteikti meklēsim vēl, un ir daudz ko vēl pārmeklēt, un daudz vietas, kas jāpārmeklē, ir vēl un vēl un vēl, jo puika var pārvietoties un būt jebkur. Jūs bijat trietā, jā? Kaut kur kilometrus 5 noteikti. Nogājām mēs ļoti daudz. Spēka vairs nav, bet kājas nes pašas uz priekšu, jo mēs ticam labai. Pārsteidzoši ir tas, cik atsaucīgi ir Liepājas iedzīvotāji. Tādu atsaucību reti kur rast. Jau uz Saulkrastiem atbrauc no visas Latvijas daudz cilvēku, tad šeit var teikt, ka ir visa Liepāja iesaistījusies. Tā ir, un kur joprojām vēl. Un liepājnieki, kas nemaz nepazina šo mazo zēnu, jau otro diennakti ar mazajiem starpbrīžiem atgriežās meklēšanā. Vīrs guļ, sieva meklē. Sieva guļ, vīrs meklē. Kad jautāju, kāpēc, vai jūs šo zēnu pazināt, atbild bija viena, es esmu māte. Labi, paldies. Pagrabā ielīdām caur cauršām netiekam, mēs uz to māju iekšā, tikai pagrabti. Tur policija pārbaudīja, bet kas bija tur, nekā nebija, ja? Es domāju, ka policija tur nelīdz. Правый, левый, стоп, центр, подождите. Как прошли ваши поиски? Сколько длились? Мы сегодня искали на границе сумерек, и, в принципе, пошло очень все неправильно с самого начала. Здесь был очень большой кусок местности и очень много людей. И среди людей были нетрезвые люди. Было 3 человека, которые были в очень плохом состоянии, они вели себя ужасно и баламутили очень сильно. Такие люди всегда мешают поискам. Очень трудно работать с теми, кто не понимает команд, кто не понимает, что нужно делать. И вот сейчас хотел бы обратиться к тем, кто едет к нам искать. Пожалуйста, не мешайте искать. Если вы хотите пить, то пейте себе дома. А если вы хотите искать, то приезжайте в трезвом состоянии. Хорошо? В цепи очень важно соблюдать соседство, так называемое. То есть надо постоянно контролировать тех, кто рядом с тобой. Если ты контролируешь их, а не тебя, то цепь сохраняет свою безопасность. Если один заходит в болото, 2 должны его вытащить. Но если этот один пьяный, кто зашел в болото, и он ушел из цепи, его невозможно контролировать, то это реально подвергает опасности всю цепь. То есть теряется то звено, которое необходимо для того, чтобы цепь была целостной. И вот те люди, которые не участвуют в работе общей, те, кто как-то пытаются нарушить общий порядок, вот они очень сильно мешают вопросу. Центр на месте, продолжаем. У нас сегодня был очень тяжелый, как говорил, участок. Участок был по бывшим военным объектам, где вся земля перекопана ямами, песок, там бывшие дюны, покрытый мхом, и очень много блиндажей, каких-то строений, канав. Ногу сломать раз-два. Да? И вот в этой ситуации все-таки было принято, я считаю, правильное решение выйти из леса и не продолжать поиски ночью. При таком большом количестве людей и отсутствии ориентиров мы шли, в принципе, просто по звуку моря и на Луну. Вот, очень сложно искать с большим количеством людей. Обошлось без жертв, хотя один раз меня напугали, сказали, что человек ушел в болото. Тот, который был пьяный, ушел, потом вроде бы его нашли. Я не смог их пересчитать в конце нашего поиска. Просто кто-то убежал в машину быстрее всего, считаться не... Вообще это не армия, да, у нас добровольческие организации, где все пытаются в меру своих сил помочь общему делу, да. Но и вот того порядка, который бы мне хотелось видеть как бывшему солдату, такого, конечно, не было. Ну,
как было, так было. Здесь за Беберлини, там сегодня была Земесард. Они обошли карьер по кругу. Так, они были еще выше, где она? Так, 14 ноября бульвар. Да, это у вас отмечена, видимо, внутренняя дорога, да? По ней я тоже прошел, вышел, она выходит еще сюда на Весту. А вы местный, да? Да, здесь же. Сейчас звоню. А может есть дрон, кто-то предлагал с тепловизором? Были тут дроны. Но где они сейчас, я точно не знаю. Tev šoks. Мы тоже сегодня прошли все. Я тоже ездил ночью, ну нигде вообще. Ясно, что где-то он находится в квартире в тепле. Конечно. Хотя вроде и кто-то его просто как бы скрывает, покрывает. Ну а почему вы думаете, что в квартире он может быть? Потому что все прочесывают и нигде нету его. Ну а как по квартирам, вы думаете, у каких-то друзей? Ну, может, завели, может, заманили конфеткой, ну, может, какой-то мальчишка, пойдем ко мне поиграем, может, там... Ну, кстати, я тоже согласен с такой мыслью. Я не думаю, что он будет где-то по лесам, по огородам тренировать. Ну, конечно, тренировать. А скажите, а вот говорили же, что у него друзей нету, да? То есть получается, что почему нету друзей? Нет, есть все во дворе, вот они все здесь. Ну, приятели такие, друзья. Да. Ну, то есть такого нет, что совсем нет друзей. Друзья, брата, да. В теплом месте его никак сейчас найти ночью. А он раньше так убегал уже или нет, это первый раз. А как я он, уже он там выбежал именно 8:30 утра, да? Он выбежал в 8. Получается, что раньше, потому что в 7:48 его видели на остановке. И причем наша вторая бабушка, которая, ну, прям знает его лицо и все, она видела его сидячим на остановке. Ну почему она видела? Вот ничего, вот остановка какая? До сих пор. В сторону городка возле кладбища, который. Прямо вот тут? На сторону, да, на сторону городка. И я вот просила, чтобы все автобусы, мне до сих пор не дали информации, этих регистраторов автобусов. Ну это же полиция вроде, наверное, должна уже была. Я 10 раз уже спросила. Ничего не было? Ничего не нашли? Ну еще говорят, что у него фингал что-то под глазом. Да, он ударился у нас об кроватку. Но уже такой он сходил. Там нет такого прям синего, мощного синяка. А с кем сейчас ваши дети сидят? С бабушкой, я же с матерью. Второй, живу. да? Ну, вашей мамой, да? Да. Ну, вы не ссорились, ничего? Нет. То есть он просто поехал куда-то и не сказал да, вам вот куда, ему, наверное, цель какая-то была, и он поехал в этот центр. А какие у него обычно там цели? Ходит, гуляет? Первый раз были они в пятницу в этом центре. Ему понравилось. Он как от детский центр? А, это который в городке находится. Да. Я знаю, да, его. Это где парикмахерская раньше была, и там где сейчас Маша. Ближе немножко, я понял, да. И он туда уехал с утра. Вот, да. Он мне вечером в пятницу говорит: мамочка, завтра пойдем тоже в центр. Я говорю: нет, в субботу центр закрыт, в понедельник. И он меня проигнорировал и решил, что он так вот, да. Ну, обзванивали этот центр, ходили потому что, да, они в субботу он закрыт, там нет. А что вообще там происходит? Ну там они тоже как развлекается для детей. Да, детские. Но это не религиозное ничего. Это религиозное, религиозный, да.
Какой-то католический или какой? Да баптистский. Баптистский, да, баптистский, да. Утром, почему я знаю, что именно в центр, он сказал этой нашей бабушке Вале, она спросила, ты куда? Он сказал, в центр. И что, она его отпустила? Да, назвонили сегодня. Просто приходит такая ситуация, что мы не можем, мы не знаем, где он находится. Ждал, Полицейская сегодня сказала, что вчера 9:30 точно он вечером 9:30 на конечной тройке есть магазин. Это Алина, да. Алина, вот там его видели. Ну а как его видели, не остановили, я не понимаю. Вечером. Как его Как бы, ну да, я бы тоже был выбил. Полиция должна ездить. Да какая полиция в магазине бы остановили? Что за бред? Уже все обклеено, уже все знают. Yeah, hello. Потому что тот крик ребенка может оказаться фальшивкой, потому что там... Хорошо. Да. Фонарики? Да. Dārziņš, tas pamestie, ja? Nu, tur ir visādi, tur ir pamestas ēkas kaut kādas, tur ir augstas sienas. Где мы были? Просить полицию проверить, потому что не попасть, но какой-то очень странный и с одной стороны разрушенный. Но если здание закрыто и заколочено, то там наверняка никого не будет. Здесь горит свет, и он периодически включается, а периодически и выключается. Поэтому не знаем, как попасть. И как будто заколоченная дверь, с одной стороны смогли зайти, но там полуразрушенный дом. Es uzbraucu tie kāds. Nē, un jūs man ko ceļamā. Девчонки. Mājās. До свидания. До свидания. Если что, звоните. Увидимся. Не забывайте.